Внеочередная сессия парламента состоялась по инициативе 19 депутатов Народного собрания. На повестке дня один вопрос о ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии. Открыл заседание спикер Лаша Ашуба. На основании соответствующего письма, которое поступило в мой адрес, группа депутатов парламента в соответствии с частью 2.47 регламента Народного собрания парламента Республики Абхазия обратились с просьбой о созыве внеочередного заседания сессии парламента по вопросу ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. В соответствии с регламентом 1/3 парламента может обратиться к спикеру с тем, чтобы инициировать заседание сессии, внеочередное заседание сессии парламента по любому вопросу. В данном обращении 19 подписей, фактически нужно было 12. Получается, что большинство депутатов обратилось с соответствующим обращением. Далее депутаты проголосовали за проведение внеочередной сессии повестки заседания. Затем часть парламентариев высказала свое мнение, касающееся инвестиционного соглашения. Я хотел бы тоже сказать свое мнение по данному соглашению, потому что искренне считаю, что мы рубим сук, на котором сидим. Я не знаю ни одного политика, не знаю ни одного коллегу нашего, с кем мы имели возможность общаться. Общались мы абсолютно со всеми, кто может сказать, что инвестиции это плохо или они не нужны. Мне кажется, что та форма, в которой мы сейчас хотим подойти к этому вопросу, она абсолютно недопустима. Нужно как-то, мне кажется, отложить или перенести, этот вопрос как-то до того момента, пока мы не придем, к одному общему какому-то решению с привлечением, профильных специалистов, экономистов, бизнес-сообщества и тому подобное. И дать на это возможность будущему президенту. У нас через пару месяцев состоятся выборы президента, нашей страны. И искренне нужно довериться тому, кому доверит наш народ. Мне кажется, что мы спешим. Если есть возможность как-то его отложить или перенести до после выборов, было бы, на мой взгляд, самое правильное. Хотелось бы здесь сказать о том, что при любом составлении документа, соглашения, все-таки надо учитывать, что оно должно быть составлено на паритетных началах. А в этом документе, по крайней мере, то, что у нас есть, мы этого не видим. Во-первых, нами в парламенте норма была принята, когда до заключения соглашения, до подписания этого соглашения, все документы должны были поступать на согласование в парламент. Вот когда они поступили, как всем известно, мы проработали, составили свои какие-то замечания, около 20 поправок. Да, некоторые там отмелись, но были приоритетные. Я опять это повторяю, потому что эта работа велась. И эти 20 поправок почему-то за основу приняты не были. Я вообще считаю, что это недоработка в первую очередь нашей исполнительной власти. Никто не говорит в дальнейшем, что нам нет необходимости в инвестициях и тому подобное. Просто на паритетных началах, еще раз хочу повторить, и с тем, чтобы был интерес Республики Абхазия. Я хотел бы наших депутатов призвать к тому, чтобы прямо в ближайшее время, пользуясь своим, как говорится, правом в парламенте, мы подготовили документ по отношению министра экономики Кристины Розган о недоверии. В данном случае здесь соглашение не проходит ратификацию, процедуру ратификации. Это, конечно, такой очень, на мой взгляд, печальный оттенок на развитие реально динамично укрепляющихся отношений. Я поддерживаю то, что было здесь вышесказано, тем не менее хотел бы несколько еще обратить внимание на то, каким образом происходит у нас вопрос согласования сложных проектов. Ведь что такое государственное управление? Да, сейчас не мне вам говорить, но это система сдержек и противовесов. Некоторые аспекты, которые хромали, была попытка их подправить нашим же составом путем внесения соответствующего изменения
в закон о международных договорах. Но эта поправка, на мой взгляд, не сработала. Кан Валерьевич говорил об одном человеке, который, по его мнению, должен понести ответственность. Но я считаю, что здесь коллективная ответственность и тех ведомств, и руководителей тех ведомств, которые давали положительные заключения на эти соглашения. Там же не только Кристина Константиновна взяла и единолично приняла решение о том, что это соглашение необходимо к ратификации. Давайте вот концептуально работать. У нас есть все для этого полномочия и основания уже вообще изменить подход к таким концептуальным и стратегическим вопросам. Например, считаю, что тут практически все вокруг заигрались. Это мое мнение. Я не могу говорить за каждого. Осознание пришло только сегодня. Я считаю, что в прошлый раз, когда мы собрались тут, в здании парламента, не нужно было путаться в кнопках, не нужно было выжидать другую позицию, нужно было брать на себя ответственность и принимать решения. Оно закрутилось до такой степени, что люди в обществе начали все переводить на предвыборную кампанию. Я считаю, что предвыборная гонка пошла. На этом вопросе у человека должна быть одна позиция. И эту позицию нужно до конца нести и ставить точку. Ни власть, ни оппозиция не влияет на мое решение. Депутат парламента Дауд Хутаба подчеркнул, что парламенту и будущему президенту предстоит сложная работа. Я все-таки считаю, что то, что сегодня мы, можно сказать, снимаем этот вопрос, это, наверное, не самый лучший исход. Я считаю и сегодня хочу это тоже сказать, что, наверное, все-таки исполняющий обязанности президента должен был отозвать этот проект и отозвать и подпись тоже за ним. Мне кажется, это правильно, и я хочу объяснить свою позицию. Кажется, 14, по-моему, организаций подписали обращение к Народному собранию. Но вы должны понимать, каждый раз, когда мы выносим сюда на заседании сессии какой-то вопрос, каждый раз это рождает какую-то нервозность среди наших граждан. Потому что гипотетически возможно, что сегодня это соглашение даже будет признано, ратифицировано, вернее. Да, мы сегодня завершим эту историю. И я понимаю, что тот, кто будет президентом после 15 февраля, или если будет второй тур, уже после второго тура, он, наверное, думает, что он начнет с чистого листа, но этого не будет, потому что в нашей повестке уже много вопросов, которые усложнят жизнь любому президенту. И парламенту тоже, естественно, но просто, мне кажется, у кого-то создалось сложное ощущение, что вот он этот вопрос себя снял, и дальше будет просто. Просто не будет уже, это понятно. Нужно будет проявлять чудеса дипломатии, нужно будет принципиальность проявлять. То есть много качеств, которые необходимо будет проявлять. Наверное, для более мягкого решения вопроса вопрос должен был быть отозван. Имеем то, что имеем, что называется. В любом случае ответственность за эти вопросы ложится на нас, как на депутатов, конечно, на наших граждан. Ждут нас непростые времена, с другой стороны, возможно, это время возможностей собственных. Нам нужно будет потуже затянуть ремни, даже к концу этого года. Я, например, со своей стороны, со стороны коллег части, предлагаю бюджет парламента частично сократить, представительские расходы, расходы на приобретение. Если будут вообще эти средства, я так думаю, что парламент будет работать и другие органы власти в экстренном режиме, потому что нам придется бюджеты пересматривать. Это чтобы мы все для себя понимали и принимали, Против ратификации Абхазо-Российского соглашения об инвестиционной деятельности проголосовали 20 депутатов, 3 воздержались. Всего на заседании парламента присутствовали 23 депутата из 35. Гугут Савардания, Инал Гвинже, Рамо Камке, Абхазское телевидение.